Всевышний Аллах говорит: «Я удивляюсь тому человеку, у которого знание на языке, а не в сердце. Удивляюсь тому человеку, который сверху очищается водой, в то время как он нечист душой и сердцем. Я удивляюсь тому человеку, который озабочен недостатками других людей и невнимателен к недостаткам своей души. Или тому человеку, который знает, что поистине Всевышний Аллах смотрит на него, но не повинуется ему. Или удивляюсь тому человеку, который знает, что он умрет один, войдет в могилу один, будет давать отчет один, однако он ищет радости в людях. Поистине, нет божества кроме меня, и Мухаммад – мой раб и посланник». Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, я удивляюсь тому человеку, который убежден в том, что он смертен, но радуется. Удивляюсь тому, кто убежден, что будет отчет, но собирает богатство. Удивляюсь человеку, который убежден в том, что его ожидает могила, но смеется. Я удивляюсь тому человеку, который убежден в наступлении судного дня, однако он беззаботен. Удивляюсь тому человеку, который убежден в скоротечности мирской жизни, но спокоен. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, не будь тем, кто допускает упущения в покаянии, тем, у кого слишком радужные надежды, тем, кто желает вечной жизни без совершения благих деяний, и тем, кто придерживается слов поклоняющихся, но совершает деяния лицемеров. Если ему дают, он не довольствуется этим, а когда его лишают, он нетерпелив. Он повелевает хорошее, когда сам не выполняет его, запрещает плохое, когда сам не остерегается его. Он любит хороших людей, а сам не является одним из них. Ненавидит лицемеров, когда сам один из них. Он говорит то, что не делает сам, и делает то, что не велено ему. Он требует выполнять, а сам не выполняет его. О сын Адама, нет ни одного нового дня, чтобы земля не обратилась к тебе со словами: «О сын Адама, ты ходишь по мне, а затем тебя похоронят во мне. На мне ты поддаешься страстям, а во мне тебя будут съедать черви». О сын Адама, я вместилище беспокойства и тревоги. Я место допросов. Я обитель одиночества, темноты и мрака. Я место, где обитают змеи и скорпионы. Ты обустраивай меня во благо себе, а не разрушай. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, в рай войдет только тот, кто смиренен к моему величию, кто целый день проводит в поминании меня, и тот, кто воздерживается ради меня от страстей. Я даю приют чужому, обеспечиваю бедного и возвеличиваю сироту. Я буду для него больше, чем милосердный отец, а для вдов больше, чем нежный, сострадательный муж. В ком найдутся такие качества, я буду внимать его мольбе. Когда он будет взывать ко мне, я отвечу ему, и если он будет просить меня, я одарю его». Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, кто станет печалиться из-за мирского, тот будет только отдаляться от Аллаха. На этом свете он обретет только трудности, а на том только утомление. Всевышний Аллах
ниспошлет на его сердце беспокойство, которое не оставит его никогда, озабоченность, от которой он не освободится никогда, нужду, от которой он не избавится никогда, и надежды, которые будут его тревожить всегда. О сын Адама! С каждым днем твоя жизнь сокращается, и ты этого не замечаешь. Каждый день я даю тебе риск, а ты не восхваляешь меня, малым недовольствуешься и многим не насыщаешься. О сын Адама! Нет ни одного дня, чтобы я не определял твой удел, и нет ни одной ночи, чтобы ангелы не донесли до меня твои плохие деяния. Ты питаешься моими средствами существования и не повинуешься мне. Ты взываешь ко мне, и я тебе отвечаю. Мое добро снисходит к тебе, а зло твое доходит до меня. Как же хорош твой попечитель, и как же плох мой раб. Ты крадешь то, что я дам тебе, а я покрываю твои проступки один за другим. Мне стыдно за тебя, однако ты не стыдишься меня. Ты забываешь обо мне и поминаешь других. Ты боишься людей, но не боишься меня. Ты боишься их ненависти и не боишься моего гнева. Всевышний Аллах говорит: кто не обращает внимания на то, каким путем он добывает средства на пропитание, тот не обращает внимания, через какие врата Аллах ведет его в ад. Кто не увеличивает благие деяния, согласно своей религии, тот останется в убытке. А кто допускает такое, тому смерть во благо. Кто следует своим знаниям, тому Всевышний Аллах дает и те знания, которыми он не обладал. Кто тешит себя надеждой, деяния того не будут искренними. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама! Я не создал вас, чтобы вы стали многочисленными, не создал, чтобы радоваться вами в одиночестве, и не создал для того, чтобы прибегать за помощью к вам от бессилия в чем-либо. Не создал вас для извлечения пользы и для защиты от вреда. Напротив, я создал вас, чтобы вы поклонялись мне постоянно, чтобы благодарили и восхваляли меня днем и ночью. Если предыдущие и последующие из вас джинны и люди, младшие и старшие, свободные и зависимые, соберутся вместе служить мне, то от этого ни на пылинку не увеличится мое царство. Кто старается усердно, он поистине старается за себя. Аллах безусловно не нуждается в этом мире. О сын Адама! Подобно тому, как ты будешь ущемлять, тебя также будут обижать. Как ты будешь относиться, так же будут относиться и к тебе. Всевышний Аллах говорит: «Я создал в вас самих и во всем сотворенном доказательство моей единственности. Нет мне соучастника во всем сотворенном. Мухаммад – мой раб и посланник. Кто недоволен моим предопределением, не приемлет мои испытания, не выражает благодарность за мою милость и не довольствуется моим подаянием, то пусть он поклоняется другому Богу, если он равен мне во всем этом. Кто стал печалиться из-за мирских неурядиц, тот как бы злится на меня. Кто жалуется на беду, тот как бы жалуется на меня. Кто зашел к состоятельному человеку и унизился перед ним из-за его богатства, тот потерял 2/3 своей веры. Кто не может смириться с мыслью о смерти, это равносильно тому, что он берет копье, чтобы сражаться со мной. Кто сломает ветвь на могиле, тот как бы собственноручно разрушил вход.
моей Каабы. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, довольствуйся малым и не будешь нуждаться. Избавься от зависти и будешь спокоен. Отдаляйся от запретного, и твоя вера станет искренней. Кто откажется от поклепа, тому откроется моя любовь. Кто будет сторониться людей, тот спасется от их бед. Кто разговаривает мало, у того совершенный ум. Кто довольствуется малым, тот полагается на Всевышнего Аллаха». О сын Адама, ты не следуешь своим знаниям, но как же ты ищешь знания, которых ты не знаешь? О сын Адама, ты трудишься на этом свете, как будто не умрешь завтра, и собираешь богатство, как будто будешь жить вечно. О мирское, ты избегай человека, жаждущего тебя, стремись к тому, кто избегает тебя, и будь приятен созерцающему тебя. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, поступай так, как я повелел тебе, и остерегайся от того, что я запретил тебе. Тогда я сделаю тебя вечно живым. Я вечно живой и бессмертный. Когда я говорю чему-либо «будь», и оно бывает». О сын Адама, если твои слова красивы, а деяния непристойны, то ты глава лицемеров. Если твоя внешность приятна, но душа мирска, то ты из безнадежно погибших людей. Они думают, что обманывают Аллаха, в то время как Он знает об этом. Они обманывают только самих себя и не замечают этого. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, кому ты жалуешься на меня, когда нет подобного мне? Кому ты должен жаловаться? До каких пор ты будешь забывать меня, в то время как я не требую от вас этого? До каких пор вы будете отрекаться от меня, в то время как я не притесняю своего раба? До каких пор ты будешь неблагодарным за мою милость? До каких пор ты будешь пренебрегать моей книгой, в то время как я не обременяю тебя? До каких пор ты будешь черствым ко мне? До каких пор ты будешь отказываться от меня, в то время как у вас нет другого Господа, кроме меня? Когда вы заболеете, то какой врач, кроме меня, излечит вас? Вы жалуетесь мне и гневаетесь на мой непреложный приговор. Я тот, кто помиловал вас не с посланием обильных дождей, а вы говорите, что дождь дала вам какая-то звезда. Вы отреклись от меня и поверили какой-то звезде. Я тот, кто посылает вам мою милость в определенном, нужном, умеренно разделенном количестве. Когда одному из вас дают пропитание, достаточное на 3 дня, он говорит: «Мне плохо, мне нехорошо». Это означает, что он не отблагодарил меня за милость. Кто не платит закят со своего имущества, тот пренебрег моей книгой, а когда он узнает о наступлении времени намаза и не находит время совершить его, то он поистине забыл меня. Всевышний Аллах говорит: «О люди! К вам пришло наставление от вашего Господа и исцеление ваших сердец. Почему вы совершаете добро только тем, кто делает вам добро, и относитесь хорошо только к тем, кто относится к вам хорошо? Почему вы разговариваете только с теми, кто разговаривает с вами? Почему вы кормите только тех, кто кормит вас? И почему вы почитаете только тех, кто оказывает вам почет? Ни одному из вас не дано преимущество над другим. Поистине,
Мумины – это те, кто уверовали в Аллаха и Его посланника. Это те, которые делают добро даже тем, кто причинил им зло. Это те, которые сохраняют родственные связи даже с теми, кто разорвал их. Это те, которые прощают даже тех, кто лишил их и отказал им. Это те, которые доверяют даже тому, кто их предал. Это те, которые разговаривают даже с тем, кто прекратил с ними общение, и оказывают уважение даже тому, кто их унизил. Поистине, я самый знающий о вас. Всевышний Аллах говорит: «О люди! Поистине этот мир является жилищем для бездомных и богатством для нищих. Его собирает неразумный, ему радуется непонимающий человек, и к нему будет стремиться тот, у кого нет упования. Его страсти будет искать тот, у кого нет знания. Кто пожелал кратковременную милость и прерывающуюся жизнь, тот притеснил себя и ослушался своего Господа. Он забыл о загробной жизни, и мирская жизнь обманула его. Он согрешил явно и тайно. Воистину, те, кто совершают грехи, будут наказаны на том свете за деяния свои. О сын Адама, соблюдайте мои предписания и поступайте в соответствии с моим шариатом. Совершайте благие деяния, чтобы получить вознаграждение за них на том свете, ибо у меня есть то, что не видели глаза, не слышали уши, и то, что человек не может себе даже представить. Не иссякнут и не уменьшатся мои сокровища. Я вседарующий и наищедрейший». Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, помните мою милость, которой я одарил вас. Исполняйте обещанное мне, я исполню обещанное мною вам, и бойтесь только меня. Подобно тому, как ты не найдешь правильного пути без путеводителя, так же нет дороги, ведущей в рай, без хороших деяний. Равно тому, как не соберете богатство без тягот и утомления, так же вы не войдете в рай без долгого терпения в поклонении мне. Вы приближаетесь к Аллаху, соблюдая сунну, ищите моего расположения, удовлетворяя нужды бедных. Желайте моей милости присутствием на маджлисах алимов. Поистине, моя милость ни на миг не покидает их». Всевышний Аллах сказал: «О Муса, ты слушай и повинуйся тому, что я скажу. Поистине, кто высокомерно относится к бедному, того в судный день я воскрешу в виде маленького муравья, а того, кто смиренен с ним, я возвышу и на этом, и на том свете. Кто разглашает тайны бедняка, того я воскрешу в судный день, раскрыв его тайны. Кто унизил бедного, тот выступил против меня войной. Кто уверовал в меня, тому ангелы пожимают руку как на этом, так и на том свете». Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, как много светильников, которых погасил ветер страстей и прихотей! Как много людей, которых испортило тщеславие! Как много богатых, которых испортило богатство! И как много бедных, которых загубила бедность! Как много здоровых, которых испортило их хорошее самочувствие! Как много ученых, которых испортили их знания! Сколько невежд, которых испортило их невежество!» Если бы не молящиеся старики, покорные Богу молодые люди, грудные дети и животные, которые пасутся, то, безусловно, я сделал бы небо над вами железным, почву пустынной, а землю пеплом. Я никогда не послал бы вам с неба ни капли дождя, не прорастил бы на земле ни одного зернышка и не спаслал бы вам много страданий. Всевышний Аллах говорит:
о сын Адама. Не проклинайте мои создания, ибо проклятия возвратятся к вам, о сын Адама. Небеса держатся без опор благодаря одному из моих имен, а ваши сердца не исправляются даже тысячами наставлений из моей книги. О люди, подобно тому, как камень не смягчается в воде, так и ваши черствые сердца не смягчаются проповедями, о сын Адама. Как вы можете свидетельствовать, что вы рабы Всевышнего, а затем не повиноваться Ему? Как вы можете утверждать, что смерть – это истина, а сами ненавидите ее? Вы произносите своими языками то, чего не знаете, и считаете подобный поступок незначительным и безгрешным, в то время как это является большим грехом перед Аллахом. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, стремитесь ко мне по мере вашей потребности во мне. Ослушивайтесь меня в той мере, насколько хватит терпения вынести муки адского огня. Не обращайте внимания на ваш задержавшийся конец жизни, на удел, который вам дан, и на скрытые грехи. Все сущее погибнет, кроме него. За ним окончательное решение, и к нему ваше возвращение». Всевышний Аллах говорит: «О люди, бережливость – самый лучший достаток. Лучшая набожность – это воздержание от порицаемого. Нет любви выше, чем уважение, и нет заступника лучше, чем покаяние. Нет поклонения лучше, чем знание, нет молитвы лучше, чем богобоязненность. Нет успеха лучше, чем терпение, нет большего счастья, чем помощь, нет украшения лучше, чем ум, нет утешающего друга лучше, чем кротость. О сын Адама, посвяти себя поклонению мне. Я наполню твое сердце богатством, благословлю твой удел и вселю в твое тело покой. Не будь беспечным в поминании меня. Если станешь забывать меня, я наполню твое сердце нуждой, тело усталостью и страданием, а душу заботой и тревогой. Если бы ты знал, сколько осталось тебе прожить, то отрекся бы от оставшихся твоих надежд. О сын Адама, данным мною здоровьем ты в силах быть покорным мне, и с моей помощью ты исполняешь обязанности, которые мною возложены на тебя. Благодаря уделу, который я определил для тебя, ты становишься способным слушаться меня. Благодаря моей воле ты желаешь то, что желаешь. По моему желанию ты хочешь то, что хочешь для себя. По моей милости ты встаешь, садишься, возвращаешься. Под моей защитой ты находишься и утром, и вечером. По моей милости ты живешь в благоденствии, и благодаря здоровью, дарованному тебе мной, ты украшаешься. После всего этого ты забываешь обо мне и вспоминаешь другого. Так почему же ты не выполняешь обязанностей предо мной и не благодаришь меня? Всевышний Аллах говорит: «О вы, которые уверовали, почему вы говорите то,
чего не делаете сами. Как много вы говорите и сами тому противоречите. Как много вы запрещаете того, чего сами придерживаетесь. Как много вы приказываете и сами не исполняете. Как много вы собираете того, чего не едите. Сколько раз вы откладываете покаяние день ото дня, год от года, а потом вам не дадут отсрочку. Есть ли у вас гарантия от смерти? Или есть у вас оправдание от ада? Или вы убеждены, что спасетесь раем? Разве существует между вами и милосердным соглашение о том, что Он будет милосерден к вам? Милость и дары испортили вас и сделали высокомерными, а надежда на долгую жизнь обманули вас. Вы не пользуетесь здоровьем и благополучием, ведь дни ваши сочтены, количество ваших дыханий рассчитано. Вы воспользуетесь временем, которое находится в вашем распоряжении. О сын Адама, ты совершаешь деяния, в то время как с каждым днем рушится твоя жизнь, начиная с того дня, когда ты вышел из утробы матери, и с каждым днем ты приближаешься к могиле, пока не войдешь туда. О сын Адама, твое поведение на этом свете подобно поведению мухи, которая каждый раз, попадая в мед, застревает там. Так же и ты. Не будь подобен дровам, которые сжигают себя ради других.